Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник службы дегазификации «Газпром», газораспределение Грозный Иса Гончаев. Дегазификация. Вот об этом сегодня и поговорим. Машвойс. Да, Маша, вам. И правда, сразу переходя к нашему разговору. Смотрите, не так давно в обиходе наших жителей Чеченской Республики, появился новый термин – дегазификация. Но до сих пор многие не понимают, а точнее понимают данное понятие по-разному. Вот давайте еще раз расскажем нашим телезрителям, жителям Чеченской Республики, что это за программа дегазификация. А также, чем отличается газификация от дегазификации. Вот такой вот первый вопрос, Айса. Прошу. Лома, дегазификация, она у нас стартовала, будем начинать с начала вообще программы, в 4 квартале 2021 года. Сам процесс, если сказать проще, это технологическое присоединение к газовым сетям домовладений населения. Этот процесс у нас всегда происходил, подключения производились «Газпромом», но это все происходило за определенную плату. Плату регулировали государственные органы, на ежегодной основе эта работа тарифицировалась государством, то есть регулировалась, этот вид был регулируемым видом деятельности. И в конце 2021 года посланием президента Федеральному собранию этот процесс стал бесплатным. Что значит дегазификация? Это подключение построенного домовладения к газовым сетям. До сих пор, как мы сказали, это было платно, сейчас это стало бесплатно до границ земельного участка, надо подчеркнуть. До границ земельного участка, независимо от протяженности необходимого проложить газопроводу, чтобы подключить данное домовладение, все эти работы для населения стали бесплатными. Это что касается самого процесса дегазификации. В чем разница между газификацией и дегазификацией? Газификацию можно, если простыми словами сказать, охарактеризовать как первый этап дегазификации домовладений. Для того, чтобы догазифицировать домовладение, необходимо, чтобы в данном населенном пункте были проложены распределительные газовые сети. Был газ, скажем по-простому. Да, населенный пункт обязательно должен быть газифицированным. То есть транзитно должен проходить газопровод. Или до границы этого населенного пункта должен быть проложен распределительный газопровод. Программа газификации занимается именно этим вопросом. Ежегодно программа газификации обновляется на уровне республики, согласовывается на уровне правительства и ПАО «Газпром» на ежегодной основе. Туда входят межпоселковые и внутрипоселковые распределительные газопроводы. Как этот процесс заканчивает свою задачу, начинается программа догазификации. К этим проложенным сетям подключается уже домовладение нашего населения. И как обстоят у нас дела с реализацией посланий президента Российской Федерации по бесплатной, как вы сказали, дегазификации на территории Чеченской Республики? Если начинать с прошлого года... Давайте, с прошлого года. Да, мы запланировали совместно с муниципалитетом нашей республики, запланировали на конец 2021 года, на 4 квартал и включительно весь 2022 год у нас было запланировано 4619 необходимых подключить домовладение газовым сетям. Это по заявкам? Это заявки, это инвентаризация домовладений, которые еще построены, но не подключены к газовым сетям. Итак? Совместно с госорганами власти «Газпром» сформировал, утвердил в нашем правительстве пообъектный план-график дегазификации на 2021 год, 4 квартал и весь год 2022 год. В количестве 4619 домовладений. Что у нас получилось в итоге? На конец 2022 года, это было досрочным выполнением, даже перевыполнением плана, на 1 декабря, сам план был сформирован до 31 декабря 2022 года, на 1 декабря 2022 года, за месяц вперед, план был выполнен на 116%.
То есть план был досрочно перевыполнен, и мы завершили год в лидерах. В Это за рейтинге. какой год еще раз? Да, 22 год. 22 год. И за 23 мы захватываем. 23 год уже в конце мы уже запланировали на 23 год отдельно план-график. Он опять отдельно формируется на следующий год. И в этом году уже реализовывается. Не отстаем, год уже заканчивается. Успеваем? По сравнению с прошлым годом мы идем с опережением. С опережением. Мы идем с опережением. Если мы в прошлом году перевыполнили план в конце ноября на 116%, то в этом году мы в середине ноября уже набрали 103%. На сегодняшний день у нас запланированный объем, это было 4301 домовладение, планируем подключение к сетевому газу. К концу ноября выполнен план на 106%. Хорошие результаты. Вы меня простите, Иса, но тут тогда следом опять же возникает вопрос. Мы в лидерах. Это хорошо. Но это лидерство надо удерживать. Это реально? Это реально, потому Оставаться в лидерах на первом месте для нас. Ну, по крайней мере, мы наблюдаем за статистикой. Весь 22 год мы закончили в лидерах. И 23 год, в течение всего года мы находимся в лидерах и на сегодняшний день удерживаем. Ну, эти идет позиции. 24 год. Новый год. На 24 год. Что у нас тут? Соответственно, у нас заданы параметры, производственные мощности, в принципе, у нас хватают. Организация работ настроена правильно, все ресурсы имеются, так что мы планируем оставаться в лидерах и в 2024 году. И в последующих годах. Это реально. Не отдавать первое место. Это реально Это для нас. реально. Все у нас для этого есть. Есть. Никаких проблем у нас для этого нет. Абсолютно. А вот какие планы намечены по социальной дегазификации, социальной газификации, которая называется дегазификация, Да, это... на 2024 год, если можно об этом уже говорить? Есть ли какие-то планы? Да, предварительно можно уже говорить. Мы планируем в декабре уже согласовывать с правительством и с государственными органами власти план-график, по объектный план-график дегазификации. Сейчас работа, сам процесс уже движется к концу. В декабре мы будем подаваться уже на утверждение. Он будет в районе 4000 домовладений. В районе 4000 домовладений на 2024 год. Да. И это не окончательная цифра. О чем я хотел спросить. Да, так как само постановление правительства, которое регулирует составление и формирование план-графика, подразумевает текущие заявки. Если после того, как мы утвердим план-график в правительстве, будут поступать заявки в наши филиалы. Они будут. Они будут. Это мы знаем. Эти заявки будут приниматься и включаться в последующем в корректировку самого плана графика. Это тоже допустимо, это законно. Вы все заявки принимаете? Вот, смотрите, Или должны принимать все заявки? заявки должны принимать все, но бывают отказы в заявках. Там есть свои причины. Какие? Этот процесс регулируется постановлением правительства 1547 Российской Федерации. В нем четко оговорено, чтобы принять в работу заявку от гражданина, он должен приложить к этой заявке правоустанавливающие документы на землю и домовладение. И немаловажный третий критерий – этот населенный пункт, с которого подана заявка, должен быть газифицированным. Сразу можно оговориться, что в нашей республике негазифицированных населенных пунктов очень мало. Этой проблемы у нас не бывает. Проблема в основном возникает об отсутствии правоустанавливающих документов. Или неправильно заполнены. Или неправильно, да, некорректные данные. Вот это чуть-чуть оттягивает сам процесс регистрации заявки и начала работы по подключению данного заявителя. А так заявки принимаются. Еще один вопрос. Допустим, земельный участок пустует. Дом там пока не строится. Там чисто один земельный пустой участок. Будет проводиться дегазификация к этому участку? В принципе, нет. Проводиться газ будет? Так как подключать нечего пока. Так. Дом должен быть построен. Как минимум, дом должен быть построен, и на домовладение должно быть иметься правоустанавливающий документ. Дом должен быть полностью завершен? Полностью завершен, так как документ человек не получит на правоустанавливающий документ на домовладение, если он не будет достроен. Вы меня извините,
то, что я хочу вот таких подробных ответов на свои вопросы, чтобы наши телезрители знали и понимали, что надо, как надо и куда надо идти, с какими документами. Спасибо. А расскажите, а что нужно сделать жителю нашего региона, нашей республики, чтобы попасть в эту программу социальной газификации, дегазификации? И расскажите, я добавлю, основные шаги для тех, кто попал в эту программу, для того, чтобы провести газ к себе в дом. Прошу. Отвечая на первый вопрос, все очень просто. У нас общество имеется 15 филиалов, 15 районных муниципалитетов нашей республики. Самый простой и эффективный метод подавать заявку прямо в филиале «Газпром» газораспределение Грозный. Хотя наше население... Филиалы у нас есть в каждом районе. В 15 районах нашей республики есть филиалы. И, в принципе, население об этом знает. У нас контактные данные на нашем сайте все опубликованы. Но параллельно для удобства созданы условия дистанционной подачи заявок. Они это могут сделать на нашем сайте, это они могут сделать в МФЦ в каждом районе. Они это могут сделать через портал госуслуг и на портале единого оператора газификации. Но опять повторяюсь, люди из-за того, что с этими коммуникациями, скажем так, непрофессионально работают, не прикладывают нужные документы, зачастую эти заявки висят, они отклоняются, не бывает обратной связи, не записывают номера для обратной связи. И из-за этого бывает застой в этом процессе. Поэтому мы рекомендуем подавать заявки в самих филиалах. Потому что... И подавать заявку должен кто? Хозяин. Хозяин. Только лишь верно, хозяин. Совершенно верно. Хорошо. Второй момент. Прошу. Второй момент. Какие шаги должен после подачи заявок делать заявитель? Он должен подготовить домовладение к принятию газа. Как газопровод подойдет к границе земельного участка, его внутренний газопровод на земельном участке, газовое оборудование, все должно быть установлено и смонтировано. Бывают у нас случаи, к сожалению, мы подходим к границе земельного участка, а у него внутри земельного участка эти работы не проведены. И зачастую газ останавливается на границе. И пуск газа не осуществляется данному заявителю. Бывают вот эти вопросы. И поэтому Пользуясь случаем, мы обращаемся к нашим гражданам, чтобы после подачи заявок подготовили все работы к принятию газа внутри границ земельного участка. Это задача уже заявителя. Второй вопрос вот к этой теме. Вот для участка действительно газ, допустим, подвела одна компания. Да. Нужно ли обязательно заключать договор с ней же на газификацию? Ну вот смотрите, там важно... Или у меня есть выбор? У заявителя есть выбор. Если это относится к строительству газопровода внутри земельного участка, эта организация должна иметь определенные документы и право на эту деятельность, скажем, лицензию. И эта организация, имеющая право строить газопроводы, заявитель имеет право заключить с ним договор и построить себе газопровод. Но второй момент. Врезку в этот газопровод, который бы подвели к границе земельного участка, пуск газа, имеет право осуществить только газораспределительная организация. И вот важный момент. И лучше, чтобы это был «Газпром»? Был «Газпром» газораспределение Грозный, так как в нашей республике газораспределительной организации, кроме «Газпром» газораспределение Грозный, других нет. Это единственная газораспределительная организация. Что я хотел, чтобы вы подчеркнули. Да. Спасибо. Продолжаем. К слову о социальном запросе. Скажем так. Наверняка вы изучали и изучаете общественное мнение, следите за новостями в контексте развития программы социальной газификации. Как жители Чеченской Республики, Аиса, оценивают и реагируют на новую модель, я скажу так, газификации? Есть какие-то данные? Есть мониторинг? Конечно, есть. У нас есть, у общества есть своя пресс-служба, которая очень хорошо в этом направлении работает, делает социальный опрос. Люди, конечно, население реагирует положительно. Как
другого и не может быть, потому что газ до земельного участка подводят вне зависимости от протяженности абсолютно бесплатно для населения. Положительно реагирует, но с единственной оговоркой. Это какая Единственная оговорка, так как сам человек, ему присущая поспешность, человек, когда подает заявку, он думает, что завтра его должны подключить к газовым сетям. Ага. Несмотря, есть. люди в основном Бывает. не знают сам технологический процесс, да, весь этот процесс по подключению. Оно начинается с проектирования, люди должны выехать, осмотреть, найти точку подключения. Эта точка подключения может быть за километр этого земельного участка. И соответствующий промежуток времени необходим для работников, чтобы провести этот газ. Чуть терпения. Чуть терпения. Нужно чуть терпения. Да, понимаете, Но в да? любом случае заявка подана, газификация, дегазификация будет произведена. Абсолютно правильно. Вот это самое главное. Дегазификация сегодня относится, точнее, дегазификации сегодня отводится самое пристальное внимание. А вот как это сказывается на вашей работе, основной работе? Ну вот смотрите, «Газпром», газораспределитель Грозный, сама газораспределительная организация, чем я и говорю. Да, основной вид задач, скажем, основное направление его деятельности – это бесперебойная, безаварийная транспортировка газа потребителям. Правильно. Это основная задача. То есть Не мешает вот эксплуатация. это все вам Основная выполнять свои задача. основные функции? В связи с этим выходом в жизнь этой программы социально ориентированной, соответственно, руководство общества организовало, увеличило мощности организации с соответствующим запросом, чтобы не в ущерб основному виду деятельности эта работа проходилась. Вот для статистики, да, для сравнения. Прошу. Если до газификации программы у нас этот вид деятельности шел как прочая деятельность. Если посмотреть на статистику 3 года назад, да, до газификации, сам этот процесс техприсоединения, да, домовладений, в среднем в год выходило около 100 подключений. Вот для сравнения. В год 100 подключений в среднем. А в 2022 году плюс 4 квартал 2021 года мы подключили больше 5000 домовладений. И вот этими цифрами можно видеть, да, насколько увеличилось. Не мешает. Не мешает, работа проводится. Это самое главное. Параллельно. Вот, часто я сегодня употребляю это слово, это самое главное. Действительно, все, что вы делаете, это главное. Газ. Тут не поспоришь. К сожалению, время эфира нашего заканчивается. И мой последний вопрос. Смотрите, Раиса, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, правительство по поручению президента России расширило и сделала бессрочную программу социальной газификации. Есть ли тут какие-то изменения в будущем? Изменения пока не намечается, насколько мы знаем. Это мы будем видеть уже на уровне госорганов власти. Условия меняться не будут? Условия поменялись. В 2023 году в марте вышло изменение в постановление. Так. В данную программу внесли изменения. Если до марта 2023 года в газификацию входили только, скажем, индивидуальное жилое строительство, то есть использование газа в личных, семейных, бытовых целях, а не предпринимательской деятельности, то в 2023 году с марта туда включили объекты Минобразования и Минздрава. В программу вошли вот эти направления. Программа расширилась, кроме того, что его объявили бессрочной. Так что увеличение, расширение горизонтов этой программы будет зависеть от госорганов власти и, соответственно, от обратной связи населения. А мы готовы к любым изменениям? Мы готовы адаптироваться под любые изменения для обслуживания нашего населения. А вот это самое главное. Опять говорю, самое главное. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо, до свидания. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник службы дегазификации «Газпром», газораспределение Грозный Иса Гончаев. И напоследок, дорогие друзья, вы сами все слышали. Тут добавить, отнять
нечего. Работа идет. Дегазификация продолжается. Не болейте, будьте здоровы. Это мое вам пожелание.